Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Кому разрешается работать по совместительству? Парламент внес изменения в закон о государственной гражданской службе. Больше 2 лет службы не единожды раненый всегда возвращался на передовую. Сегодня в столице простились с Аланом Парастаевым. Широкой публике представлена богатая остинская культура посредством национальных песен. Расскажем о выступлении хора при президенте на сцене Большого театра. На сегодняшней сессии депутаты парламента внесли изменения в закон о государственной гражданской службе республики. Вопрос на обсуждение вынесла председатель комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению Зита Бисаева. Она отметила, что в закон вносятся изменения, по которым гражданскому служащему разрешается выполнять иную оплачиваемую работу в свободное от гражданской службы время. К примеру, если человек занимается научной, преподавательской или творческой деятельностью. Какие еще вопросы рассмотрены в репортаже Зарины Кочиевой? Парламент Южной Осетии внес изменения в закон о государственной гражданской службе. В частности, поправки касаются недопустимости деления штатной единицы государственным гражданским служащим. Не может штат государственной гражданской службы делиться на несколько частей. Все верно, все правильно сформулировано, представлено. Я считаю, что мы должны одобрить эту поправку. Она необходима для того, чтобы в дальнейшем не было злоупотреблений. Дальше проектом предусматривается дополнение к 10 статье. Они касаются определения присвоения классных чинов юстиции и дипломатических рангов. Это тоже правильно, потому что другими соответствующими законами эта область регулируется, и необходимо это внести в соответствующий закон о государственной гражданской службе. Работать по совместительству, по словам Бисаевой, разрешается только в том случае, если человек занимается научной, преподавательской или творческой деятельностью. Данная норма также дает конкретизацию тех норм, которые не были договорены с соответствующим законом. Это государственные гражданские служащие могут заниматься иной оплачиваемой деятельностью, кроме как на государственных должностях не совмещать только научной, творческой и преподавательской. В законе определяется, что дается возможность свободной от работы время, конечно, по согласованию с руководителем организации работать по совместительству в этих направлениях. Кроме того, изменения дают возможность работодателям оперативно решать вопросы, связанные с замещением вакантных должностей государственной гражданской службы. Также в соответствии с этим законом дается возможность руководителям организации, где есть специфические направления и нехватка специалистов, проводить конкурс при наличии одного человека. У нас есть такие области, такая проблема у нас есть, и зачастую конкурс из-за этого не проводился. Сегодня мы даем такую возможность, это сельскохозяйственное направление и другие направления, где у нас дефицит специалистов, даем возможность руководителю объявить конкурс, принять заявку одного человека и провести такой конкурс. Это вспомогательное решение для руководителей организации, которым требуются люди на занимаемые должности. Также новшество, которое дает возможность заключения индивидуальных контрактов с лицами, которые в течение рабочего дня вынуждены будут идти на другую работу, час-полтора часа, отрабатывать этот час или полтора на соответствующей службе. Все правильно, потому что государственная гражданская служба является основным местом работы, остальные работы, то есть остальная работа не должна мешать основному месту работы. Поэтому есть требования, что будет соблюдаться и контролироваться соответствующим министерством, в данном случае Министерство труда и социальной защиты. Парламент одобрил отчет об исполнении бюджета социального фонда за 2023 год. Депутаты утвердили состав постоянно действующей комиссии по сотрудничеству парламента Южной Осетии, Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации. Депутаты признали утратившим силу закон о туризме. В разделе «Разные народные избранники» обсудили вопросы, волнующие население республики. В частности, упрощение процедуры оформления временного ввоза на автотранспортное средство. Это проблема долгого времени, и, наверное, надо в этом
вопросе вместе с Северной Осетией проработать единый подход, упрощенный подход для нас, для Южной Осетии. Спасибо, конечно, Светлане Бухарбековне, она очень остро, как говорится, реагирует на все мои запросы. Сегодня мы знаем, что там комиссия уже определена, поэтому я сегодня выступаю с предложением, чтобы вы, коллеги, из каждой фракции представили кандидатуры. С нашей стороны должна быть определена рабочая группа. В завершении глава законодательного органа призвал все фракции каждого депутата к конструктивной работе. Добавлю опять же к этому, что все мы являемся свидетелями того, какие процессы проходят вокруг нас, в целом в мире. То, что проходит специальная военная операция, то, что наши южные соседи, опять же, не оставляют там своих мечтаний о каком-то гипотетическом будущем, в том виде, что мы будем когда-то с ними в одном государстве. Для нас это, конечно, неприемлемо, этого не будет никогда. Но я говорю, к чему. Нам нужно, засучив рукава, взять и работать, отбросить все личное, те обиды, которые были, и приступить просто к работе. Коллеги из фракции «Единая Осетия» сегодня вышли, принимают участие в работе парламента. Я вас также призываю к тому, чтобы работа, которая нам предстоит, она шла в конструктивном русле. Безусловно, есть и будут вопросы, которые будут вызывать дискуссии, может быть, споры, но каждый из нас должен понимать, что конечным результатом этих дискуссий и споров должно быть решение, которое пойдет на благо нашего народа и республики. Я вижу работу в плотном сотрудничестве и взаимодействии между каждым из нас, а также в плотном сотрудничестве и взаимодействии с исполнительной властью, потому что вопросы у нас общие, на повестке дня стоят общие вопросы, которые нам необходимо решать. Учитывая геополитическую ситуацию, у нас нет права ставить личные амбиции выше интересов государства, заключил Маргиев. Зарина Кочева, Алим БТФ, информационный выпуск сегодня. Сегодня в столице простились с погибшим в зоне специальной военной операции бойцом Аланом Парастаевым. Более 2 лет службы, несколько раз был ранен, но после лечения возвращался на передовую. Сослуживцы отзываются о нем как об исключительно храбром, отважном воине. Алан Парастаев удостоен медалью защитнику Отечества посмертно. Сегодня в Схинвале простились с погибшим в ходе специальной военной операции астинским бойцом Аланом Парастаевым. На гражданской панихиде собрались родные и друзья, сослуживцы, представители руководства. В ходе траурного митинга боевые товарищи отметили героизм, который астинский доброволец проявлял в ходе спецоперации. Он всегда был на передовой линии фронта, никогда не щадил свои силы, храбрый, мужественный воин. Алан во время очередного боя получил тяжелые ранения и умер в госпитале от полученных ран. Бойцу было 45 лет. Pojme operace rojduto, na kastar fasiva diudarum, najde fazioni ja rozmedar, ten gytse fanat tutto. En dames malodular, udan derdom senini den madam. Mana izin darovarum, birachi der teimadam, monitje madam sema bokhoskanun. Алан находился в зоне специальной военной операции больше 2 лет, получал ранения не раз, но после восстановления и лечения снова возвращался в строй и снова на передовую. Точно так же в 2004 году, тогда еще совсем юный парень Алан самоотверженно защищал свою родную землю, когда Грузия предприняла очередную агрессивную попытку. Tazmage julga. Yannick feito nas. Tu amici paramos na vagay na Husayrok spektakur botutuy tu kolonku boydutuy restunu at fikogrank slavu di slaputxa. Eva dai boydutuy khashtun fando.
Аурдыгей фастама, служба кутто, спецназу батальон. Олохоттару дис лапутықсам, авдыстой ахи пайта. Амбол орзогу дис, ембалтай орстой тхчемби. Алан Парастаев – один из героев нашего времени. Для таких, как Алан Парастаев, мужество, достоинство, честь и защита стали смыслом жизни. И он отдал свою жизнь за светлое будущее. Алан Парастаев удостоен медали защитника Отечества посмертно. Алан взяла контракт на службу Хашта. От лица командования управления личного состава бригады выражаем соболезнования семье, близким. Другой контрактор Яхимов, что Кайтарай это пример для подрастающего поколения. Не было, а есть. Потому что воин это он вечно в наших сердцах воин. Они не погибают, они в наших сердцах. Штурмовал 2 раза. В обоих Авдеевских штурмах участвовал в обороне Бахмута. При выходе из Харьковской области прикрывал отход 2 армий. Везде всегда был добровольцем. Его не нужно было отдавать приказ, он сам. Алан Парастаев долгое время жил и учился в Санкт-Петербурге, однако всегда стремился в Цхинвал, поэтому было решено похоронить добровольца в родной Осетии. Многолетний проблемный вопрос, связанный с нехваткой воды, решается для жителей села Барс. Специалисты ЖКХ Цавского района приступили к решению вопроса больше месяца назад. Им удалось проложить новую водопроводную линию. Таким образом, уже в кратчайшие сроки новая линия протяженностью 190 метров обеспечит водой всех жителей села в полной мере. Подробности у Агунды Губосовой. Коммунальные службы Цавского района Южной Осетии решают многолетнюю проблему жителей села Барс. На протяжении долгих лет сельчане испытывают трудности из-за отсутствия воды. Все эти годы они жаловались в различные инстанции, но проблема решалась лишь временно. Сейчас силами администрации района вопрос решается. Работы по проведению живительной влаги начались в начале сентября. По словам специалиста ЖКХ района Лавера Цхавребова, рабочие уже проложили водопроводную линию. Сейчас на повестке дня рабочих строительство насосной станции. Как только ее возведут, вода поступит в каждый дом, продолжил Цхавребов. $50 миллиметровый труба юнгорбош самелем савжиним 200 метров 40 миллиметровый труба умелем ташавжин 32 сонгола кавсарма шухшина дона шух навежесте. Вода в селении Барс будет поступать из водовода Едес-Цхинвал. По словам Лавера Цхавребова, работы планируют завершить к концу текущего месяца. Все работы производятся силами администрации. Всего задействовано порядка 6 рабочих и 3 единицы техники. Постоянно датчисты, мы кутфашу хофтат автоматически воювать насос автовerdджини. На сегодняшний день в селе проживает порядка 10 семей. Людям приходится, как и много лет назад, носить или привозить воду издалека. Соответственно, это создает большие трудности. Теперь же силами районного ГУП ЖКХ вода в селе появится в скором времени. Мене не росен, мене ройде то росен. Тинг джепах курса. Ванда Николаевна журен. Мене не тингнено бишот канистун сорощини. Мене шинан карун най фала, намо карун мене шинкарун. Шала мене второ тажалдун ведме. Несмотря на то, что на улице 21 век населению сельских местностей порой не хватает имеющихся источников воды. Это не может не отражаться на жизни и быте проживающих там людей. Теперь новая линия протяженностью 190 метров обеспечит водой всех жителей, добавили в администрации. Агунда Губозова, Альдина Чехоева, информационный выпуск сегодня.
Старший состав хора Остинской национальной песни при президенте Республики Южная Осетия принял участие в концерте мастеров искусств на сцене Большого театра. Широкой публике была представлена богатая остинская культура посредством национальных песен. Ведь песня для осетин не только способствовала эстетическому и духовному наслаждению, она имела и огромное нравственное и общественное значение. Алена Уттаева продолжит. Старший состав государственного хора осетинской национальной песни при президенте Республики Южная Осетия в рамках празднования Дней Осетии в Москве приняли участие в концерте мастеров искусств на сцене Большого театра. Художественный руководитель хора Сармат Кабисов отметил, что для них было большой честью выступать на исторической сцене. Данное мероприятие для нашего коллектива, можно сказать, это за всю историю существования самый яркий, самый запоминающийся. И, наверное, где-то в 100 лет один раз получается так, что коллектив национального характера, то есть коллектив, который исполняет национальные произведения, выходит на такой уровень. Это не из-за того, что мы там плохо поем или плохо танцуем, а из-за того, что там Большой театр специализируется больше на классике, там больше на опере и на балете. И поэтому национальные коллективы, конечно же, в этом плане туда для национальных коллективов попасть бывает максимально сложно. Хочется отметить очень слаженную и эффективную работу нашего руководства. Если в Северной Осетии данное мероприятие, данные памятные даты были запланированы еще в 2019 году Владимиром Владимировичем Путиным, то наше руководство сумели это все организовать буквально за 1,5 месяца. За это им огромное спасибо от меня лично и от нашего коллектива тоже. Организаторы мероприятия отобрали из хора 11 человек. Далее уже в Северной Осетии начались совместные репетиции с хоровыми коллективами госансамбля «Симт» и Мариинского театра. Сармат Кабисов добавил, что благодаря участию в масштабном событии Осетия представила широкой публике богатую осетинскую культуру. Коллектив хора осетинской национальной песни исполнил 2 произведения. Присутствовало волнение, но мы справились, говорит главный дирижер хора Варлам Гаглоев. В данном мероприятии принимал участие сводный хор, состоящий из 3 коллективов. Наш коллектив, хор государственного ансамбля «Симт» и хор Мариинского филиала под руководством Ольги Георгиевны Джанаевой. За очень короткое время мы подготовили 2 произведения. Песня о Зурабе Макаеве, Дуная Хастун Зарак. И после чего Ольга Георгиевна приехала сюда, провела здесь репетицию. И уже после этого прошли сводные репетиции сводного хора во Владикавказе в филармонии. Руководство хора отмечает, что этот год для них был насыщенным. Они принимали активное участие в различных конкурсах, фестивалях, мероприятиях за пределами республики. Алена Уттаева, Аида Кочева, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Глава грузинской мечты Бедина Иванишвили в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» рассказал, как Грузии предлагали вовлечь страну в войну с Россией и открыть так называемый «Второй фронт». Заявил он и о том, как в 2008 году зарубежные хозяева убедили Грузию напасть на спящий мирный Цхинвал. Какими еще откровениями поделился Иванишвили и кто на самом деле контролирует ситуацию в стране, узнаем из нашего следующего материала. Основатель и почетный председатель грузинской мечты Бедина Иванишвили заявил в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» о том, что радикальная оппозиция с помощью внешних сил пытается дестабилизировать ситуацию в стране и втянуть Грузию в войну. Подобные заманчивые предложения начали поступать сразу после начала конфликта на Украине. Грузинское руководство периодически заявляло о том, что на них оказывается колоссальное давление. Цель одна – втянуть Грузию в вооруженное противостояние с Россией и открыть так называемый «Второй фронт».
Я могу вспомнить то, что мне сказал бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили. С ним вел разговор высокопоставленный чиновник одной из западных стран. Ираклий спросил: да, но вы представляете, сколько дней мы сможем воевать с Россией? Сколько дней продержимся? Ему ответили: 3-4 дня. Он сказал: и ради этих 3-4 дней вы нас уничтожаете? Бедина Иванишвили рассказал, как Грузии предлагали ввязать страну в партизанскую войну с Россией. Вас 3-4 миллиона. За 3-4 дня всех ведь не убьют. Потом можете начать партизанское движение в лесу. Мы вам поможем и будете воевать оттуда. Иванишвили во время интервью разоткровенничался и в выражениях не стеснялся. По его словам, в 2008 году зарубежные хозяева убедили Грузию напасть на спящий мирный Цхинвал. Членов национального движения и лидеров со студенческих времен обучали за рубежом, и там они начали прислуживать, превращаться в рабов и выполнять чужие желания. Им помогли в осуществлении революции в 2003 году и еще в чем-то. И они думали, что с войной 2008 года все будет просто. Все оказалось совсем непросто, учитывая тот факт, что первые 3 дня многотысячная, хорошо вооруженная грузинская армия воевала с противником, которого во многом превосходила в численности и вооружении. Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял о том, что западные страны не оставляют попыток открыть второй фронт против России и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии. За попытки Запада открыть против России второй фронт, имея в виду опять разжечь костер и дестабилизировать обстановку в Абхазии и Южной Осетии и сделать горячими отношения между Грузией и этими двумя суверенными государствами. В ходе предвыборной кампании в Грузии все чаще стали звучать разного рода заявления, связанные с Южной Осетией и Абхазией. Грузинские власти говорят о том, что решения, принятые в 2008 году, были навязаны Западом. Однако преступные действия в отношении нашей республики все же были результатом многолетней политики официального Тбилиси. И именно они несут прямую ответственность за то, что сделали с народом Южной Осетии в 2008 году. В Нальчике с 15 по 18 октября проходил 3-й тур межрегионального турнира по настольному теннису «Шаг в будущее СКФО» среди юношей и девушек до 16 лет. В соревнованиях принимали участие 4 команды из Северо-Кавказского федерального округа, а также команды из Республики Адыгея и Краснодарского края. Успешно выступила на соревнованиях команда девушек из Северной Осетии, в составе которой теннисистки из Южной Осетии Майя Касрадзе, Тамара Барукаева, Зарина Кулухова и Яза Лалева. Впервые за последние годы наши девушки заняли почетное 3-е место в упорной борьбе, обыграв команду Кабардино-Балкарии. Vidar цыпарам бенат. Мастатен гройгундай боздодстан. Цыпарам дуртат саудзени касак балкары. Саудзени стам дегабрай дуодастам дегабрма. Нахи то боцаттакан стам самейстахи хузрафтисуй. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике облачно с прояснениями. В Знаурском районе днем плюс 12, ночью плюс 7. В Цавском районе днем 10 градусов тепла, ночью плюс 3. В городе Квайса днем плюс 8, ночью плюс 2. В Ленингорском районе днем 13 градусов тепла, ночью плюс 6. В столице республики в Цхинвале днем плюс 12, ночью 6 градусов тепла. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джугоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.